Сегодня почти никто не знает, что так называемый абхазский флаг – сепаратистский символ, являющийся знаком этнической чистки, ассоциирующийся в глазах всех грузин с вражеским символом и абсолютно лживо интерпретируемый, является чисто грузинским. Мы хотим рассмотреть, что вообще означают отображенные на этом флаге символы. Полосы белого и зеленого цвета, белая ладонь правой руки на красном полотне и 7 красных звезд. Сепаратистское пояснение каждого из них следующее. Ладонь, раскрытая рука, обозначает абхазский народ, а содержание таково. Приветствуем, друзья, стойте враги. По их пояснениям, этот символ основан на флаге Абхазского царства средних веков. Горизонтально один за другим расположены 4 зеленых и 3 белых полосы, которые, по их словам, изображают Республику горцев Северного Кавказа, созданную после Российской Октябрьской революции и вскоре же аннексируемую Российской Красной Армией. Абхазия считает себя частью этого образования. Число 7 в Абхазии считается святым числом. 7 и расположенные один за другим полосы зеленого и белого цвета, что символически отображает толерантность между исламом и христианством. Касательно 7 звезд, они обозначают 7 регионов самопровозглашенной Абхазии: Сазден, Бзыб, Кумаа, Абжуа, Самурзахан, Дал-Цабл и Псхуаибха. Анализ аутентичных источников аннулирует сепаратистскую интерпретацию о данном значении, и изучение исторических источников четко свидетельствует о фальшивости попытки этого ложного объявления. Раскрытая ладонь. Все документы, существующие о царстве и Грисии Абхазетии, на основании рассмотрения достоверных данных свидетельствуют о том, что это было типично грузинское государство, единица Западной Грузии, как ранее Колхида или Лазика. Как административно-территориальное, так и церковное устройство, а также политическая ориентация этого царства была общегрузинским. Все местные надписи, летописи или же иные документы являются грузинскими. Царские династии Горгаслиане и Шавлиане и Набалитет были на грузинском языке, поэтому ошибочно заключение о негрузинском происхождении этой руки. Многие материальные памятники, оставшиеся в Грузии на древних башнях и церквях, доказывают, что данный символ руки является чисто грузинским. И он поясняется как сила, то есть власть, а не приветствуем, друзья, стойте враги. Эти данные еще больше подкрепляют важнейшие карты, хранящиеся в библиотеках Европы, в частности, порталаны, изданные в 13-15 веках. На некоторых средневековых картах, наряду со многими пунктами, изображены флаги о 5 крестах и серебряная ладонь правой руки. Эта раскрытая рука на картах является графическим символом царя Грузии, что доказывают те же приписки генуэзских карт. Поместье великого царя Грузии написано на составленной в 1314 году карте, на которой правая ладонь серебряного цвета, кроме Сухуми, изображена у Гагры и Гонио. Разумеется, в то время Гонио, Гагра и Сухуми считались непосредственно царскими владениями, то есть туменами. Этот символ ладони будет повторен на порталоне Гильермо Салерии 1385 года для обозначения Сухуми, то есть на месте резиденции властителя Дадьяни. Арабский историк XIV века Аль-Мухиби пишет: у грузин есть два царства. Один Давид, который правит в Тбилиси, и Дадьяни, который правит Сухуми и Абхазией, то есть Западной Грузией. Таким образом, это не Апсуа, а древний грузинский символ, обозначающий повелителя или господина. Ошибочно также связывать зеленые и белые полосы с исламом и христианством, или же с Северным Кавказом XX века. Достаточно взглянуть на оригинальные источники, чтобы разрушить эту сепаратистскую версию. Вначале следует отметить, что Абхазия никогда не входила в состав республики горских народов Северного Кавказа, а для того, чтобы развеять абсурдные доказательства, объяснение флага религиозными аргументами, мы опять-таки приводим уникальные карты, хранящиеся в разных европейских библиотеках, и добавим также мнение специалистов данных порталанов. Первым делом приведем порталаны известного картографа XIV века из Маллорки Анджелино Дульчера, 3 уникальных карты которого сохранились во Флоренции.
датированная 1325 годом, вторая 1339 года в Национальном музее Парижа и третья 1340 года в Британском национальном хранилище. На порталане, хранящемся в библиотеке принца Корсини и датированном 1325 годом, над Сухуми изображен флаг с зелеными и белыми полосками. На карте 1339 года над Тбилиси реет флаг о 5 крестах, который ныне является государственным символом Грузии. А над Сухуми флаг о 5 крестах соединенный со знаменем с зелеными и белыми полосками. Тем временем на третьем порталане 1340 года оба знамени, зелено-белая полосная и с 5 крестами, объединены. Это указывает на то, что автор отметил Сухуми как город эриставства, подчиненный царю Грузии, то есть принадлежащий принцу Дадьяни, назначенному царем Грузии. А хорошо на сегодня знакомый флаг о 5 крестах используется в Грузии со средних веков, и он встречается как белереф на стенах многих церквей. Между тем, дефиниция флага такова. Большой крест посередине обозначает распятого Христа, а 4 креста поменьше обозначают 4 гвозди на конечностях пригвожденного Спасителя. И вообще, флаг изображает распятие Господне. На порталане 1367 года флаг о 5 крестах, созданный венецианскими картографами Франческо и Доминико Пиццигани, изображен над Тбилиси, как над столицей Грузии. Карта хранится в Италии, в библиотеке Пармы. Таким образом, сепаратистское утверждение о том, что зеленые и белые полосы обозначают религиозную толерантность между христианством и исламом, и тем более связанный с Северным Кавказом, является полным абсурдом. И белый с полосками флаг просто обозначает княжество, образовавшееся в Грузии еще в XIV веке под владычеством Дадьяни, и было названо Сабедиано. Единство этого знамени с флагом с 5 крестами ясно указывает на абсурдность сепаратистской интерпретации в связи с религиозной дефиницией или в отношении Северного Кавказа. Примечательно, что в Грузии в XIV веке были основаны торговые фактории европейцев, в частности Республики Генуя. Генуэзцы получили право обосновать на грузинской земле первую факторию в 1354 году от владетельного князя Одыши Георгия II Дадьяни, который договорился об этом со своим сеньором, то есть царем Грузии Давидом IX. Тем временем итальянцы были прославлены сбором данных, их передачей и описанием, поэтому мы приводим карты, изданные в разных картографических мастерских в разные годы, на которых изображены знамена тогдашней Грузии, абсолютно повторяющие флаги, обозначенные на картах Анджелино Дульчера. На порталане, датированном 1439 годом, картографа европейского происхождения из Каталонии Гавриэля де Вальсека, который был связан с одной из лучших картографических школ Маллорки того времени, в точности изображен флаг царя Грузии, объединенный с флагом Дадьяни, обозначенный в Сухуми, а также созданный им же, датированный 1447 годом, порталан, хранящийся в Парижской национальной библиотеке, является точным повторением карты 1439 года, где знамя о 5 крестах, то есть царя Грузии, и зелено-белое, то есть принца Дадьяни, в объединенном виде обозначено в Сухуми, в резиденции Дадьяни, а также созданный в 1456 году в Барселоне Яковом Бертраном порталон, который полностью в согласии с прежними картами и флагом с 7 зелено-белыми полосами объединен с флагом с 5 крестами. Вместе с тем Сухуми обозначен как Себастополис Потомегрело, то есть порт Мигрелии, а этот топоним повторяется на многих подобных картах, изданных в XIV-XVI веках. Еще одним доказательством является изданный во второй половине XV века порталон, находящийся в Национальной библиотеке Парижа, который также повторяет флаг Грузии, обозначенный в разных картографических целях.
Еще несколько единиц подобных карт найдутся в разных хранилищах Италии или Европы, однако приведенные выше документы дают ясное представление о символике царства Грузии средних веков и категорически исключают сепаратистские утверждения и увязывание этого флага с низгрузинским миром или же придание ему религиозно-политической окраски. 7 звезд, 7 регионов самопровозглашенной Абхазии: Сазден, Бзыб, Кумаа, Абжибва, Самурзахан, Дал-Цабал и Псхуаибха. Единственное, в чем можно согласиться с сепаратистами, это мистическое значенные звезды в абхазской мифологии. Этот символ никак не связан с грузинским христианским миром. Однако внесем небольшую корректировку в название регионов. На основании анализа найденных нами средневековых карт и исторических источников можем сказать, что с поздних средних веков происходит проникновение на территории Абхазии негрузинского, черкесско-абазинского населения из Северного Кавказа, что изменило не только демографическое положение в древнейшем грузинском регионе, но и культурный быт и топономику. Названия этих вышеперечисленных 7 регионов в основном искажены или изменены, а их абхазское и абазинское происхождение является абсурдным. В частности, Сазден обозначает одно из абазо-адыгейских племен, появившихся в этих местах в позднее средневековье, а историческое название этого края является Санигия и была землей, принадлежащей сванам-колхам, то есть западногрузинским племенам. Бзыб – искаженное название грузинского Бзеби, прославленного в древней Колхиде наилучшим самшитом, а на европейских картах средних веков топоним переведен и обозначен как Каво де Дуксо, то есть порт самшита. Гумаа является искаженной абазинской формой грузинского корня гумиста, который обозначен на карте 1738 года. Самурзакан – грузинская форма, означает владение Мурзакана, подразумевается владение ветви абхазских властителей Ширвашидзе, которым они овладели с конца 17 века. Абжуа – искаженная абазинская форма грузинского топонима, первоначальная форма Абхазетии, известная в исторических источниках как селение Эгриси или Мигрелия. Дал-Цабал – искаженная абазинская форма грузинского сванского композита, должно быть Дали, богиня в грузинской мифологии, и Цабалда, на сванском языке Цабли-Каштан, то есть Цаблиани, каштанник. Псхуаибха, искаженная от грузинского имени Басхи, то есть обозначающая владение древних грузинских племен Месхов, проживающих в античной эпохе между Пицундой и Сухуми. Таким образом, присвоение древнейших грузинских символов и грузинского флага, принадлежащих царю Грузии, из 7 сильнейших феодалов Западной Грузии, Дадьяни, и их выдача за негрузинские, на основании аргументов, взятых с воздуха, вызывает всего лишь улыбку и легко развеять. Абхазия – это древнейший христианский центр Грузии и мира, была, есть и будет Грузией, землей западно-картвельских, то есть западно-грузинских, колхидских племен. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк.